Ребят, всем салам алейкум. Сегодня снова подкаст «Найзадай», но уже в необычном составе, в интересном, экспериментальном. Сегодня с нами Нурбек Харабалас, президент Лиги Найза, Сула, наш боец. Бонжорно. И чемпион Лиги Найза, а также нынешний боец Брейв Диас Ирингаипов. А также подкаст Сарбаз Дидар. Салам алейкум. Подписывайтесь на наши страницы, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Будьте с нами. Мы постараемся вот за этим вкусным столом, где мед от Колхан и напиток от Гориллы, что-то придумать для вас интересное и выдать в этом подкасте. Денег пришлите еще чуть-чуть. Если есть возможность, так по 500, по 600, по 100 тенге, так чотор чисто нам. Ты прям как этот разговариваешь, как его, твой друг, как его? Спорт Шрёдингера. Да, похож, да, акцент? Петя? Да. Петя. Кстати, Я Петю, знаю, столько года. Я его лет 11 знаю, братан. Да. Петя, у него еще когда наш футбол был. Давай. Я наш боец сделал, почему? Потому что наш футбол. Он то сделал есть- наш футбол, у него был. Я думаю, как бы придумать проект. Можно сказать так, что Петя твой папа? Не, он младше меня. Не, имеется в виду по проекту. Вот, допустим, его проект породил твой проект. Так можно сказать? Название, да. Да, Петя Название, отец да. Сулы. Нет. Папа. В творческом плане. Дай денег, папа. наш папа. Петя Спорт Шрёдингера. Обязательно посмотрите. Мне вот интересно, многие бойцы вообще ММА не А где смотрят. Миша? Миша Майкл. Миша сейчас там, что мы будем обсуждать, он это Он на хадж видел. поехал, есть? Он на Да. хадж поехал, короче, в Саудию. Хадж сколько лет, короче, есть. Что ты А? Не шути такими вещами. В смысле, Извините. меня из церкви вообще, да? Меня, короче, изгонит из церкви, короче. Не, во-первых, да, хадж у нас после этого, после Рамадана. Сейчас умр. А, на умру поехал, значит. Сейчас умр. Этот, как его? Я хотел Диасу вопрос задать. Да, мы рассказали про Мишу, что он на UFC, чтобы потом люди... точно. И знаешь, я на что хочу подчеркнуть, вот видишь, все-таки нету лысого, да, Миши, да? Есть один лысый, и появился второй лысый. В любом случае в этом подкасте должно быть два лысых, по-любому. Иначе никак. И когда меня нету, а Миша здесь есть, Сули, скажите, чтобы он побрился. Вопрос Диасу. Вообще многие бойцы ММА в основном не смотрят бои, потому что у них и так переносение контента, они постоянно тренируются. Вот ты сам смотришь, следишь за новостями, бои смотришь ли? Да, конечно. Это тем более за UFC. Там наши СНГшные ребята выходят, с которыми я лично знаком. Мне интересно было 2-3 боя, которые я посмотрел только. Как раньше с прелимов не смотрю. Раньше помню, когда только начинал, прям прелимы, всех бойцов знал. Сейчас только вот основные бои, которых ребят знаю, за кого болею. Сула, турнир смотрели? Какой? UFC? Саудию? Да. Бомба, да? Я бы не сказал, что Офигенно, бомба. Я посмотрел офигенно. бой Майкл Педжа и этого, как его... А ты Шарбулика Саид и Нурмагомедова не Вот, смотрел вот. с этим? Мне тоже понравилось. Ёп, ты гадыть, вот это была схватка. Проиграл, да? Да. Он Нурмагомедов. проиграл, но это бой вечера. Нурмагомедов братишка, да? Не, они не Не-не-не, вообще не родственники. родственники, да? просто одна фамилия. Офигеть, какой бой был, да? Я слышал за Сумасшедший. этого пацана, да. Он Это его вообще- второй они- бой UFC, они, кажется, короче, да? Чей? Оливеру? Не, Не, он Нурмагомедов. давно бьется. Он, если Да? не ошибаюсь, Да, очень братан, давно бьются. с Арманом Успановым они, короче, по боевому саму то ли выступали, то ли что. Потому что когда прилетали сюда, короче, это в Астану, Грозная битва, когда была, вот еще Я помнишь, бился, Лига помнишь? Ахмат. Там Да, познакомились с тобой. а мы там, да, с тобой? Да, Я да. сколько лет В Павлодаре? прошел, Диас? Нет, в Не, Астане. в Астане. А, Сколько лет Вот, прошло, Диас? это был 16-й год. Офигеть. Шавкат не дрался, стать. Не-не-не. Нет, не Шавкат. Я Тогда Фаниль дрался, Вася Фаниль Тахтай. дрался, Вася Тахтай А, дрался. Руслан Вася Серикулов. какую тему замутил. А там еще, кстати, несколько было, да, пацанов наших? Руслан Серикулов был. Серикулов Вот четверо был, мы, кстати, казахстанцев. проигрывал он и выиграл же Да, в да, конце. да. Вот времена были. А чем я хотел тебя спросить вообще? Вот с Саидом мы А, с того вот. момента знакомы. И вот тогда мне Арман, короче, Аспанов, мы общаемся по телефону, говорю, а что, Ты Саид надо там? какие-то аптечные препараты рекламируешь, братан, ты на ходу забываешь. Какие? Ну, там, от Подожди, памяти. От а- памяти. Какие ты знаешь? Да, я шучу. Он не выглядит на 60, но все равно как бы душа 63. молодая. 63. В общем, и тогда Арман говорит, тогда он про Саида говорил. И Саид в тот момент, по-моему, Чемпионом уже был. он был чемпионом, и, по-моему, он подписывал уже контракт с UFC. Тогда он должен был то ли или Как на раз он, следующий кажется, вот год. последний. Он сразу, предпоследний бой короче, делал. стартанул туда.
И я так понимаю, он с боевого самбо. Что ты на меня так смотришь, блин? Не, я Порвала слушаю вообще тебя просто. внимательно. Я просто боюсь что-то сказать. а Ты тебе столько клянусь. информации он выдаешь, я не просто... с боевой самбо. Не с боевого, У да? него вот Ушу Санда, даже Ушу стиль у него, Санда? мне почему он нравится. Ну, он с- офигенный бой тоже. показали. В третьем раунде, конечно, бензин вообще полностью кончился. А Оливейра знаешь, да? Он с Султаном Жолдашбеком дрался же. И Соперник его? Да, Оливейра. Вот. Где дрался? Я и чё, и Warriors, Жолдашбек- когда была совместно с Иглсом. А, вот мы он ему когда проиграл, да? Жако как раз мы Решением помогали. судей проиграл, да? Помогали А, в всё. Дубае ну, на этот сборах были. Оливейра красава. И вот Где этот Жолдасбек, Султан? он в Пропал. Кыргызстане. Уже в Кыргызстане? Он уже там, если не ошибаюсь, больше года там. Нет, брат, я Чё? вот буквально недавно слышал, что он в Таиланде. Вот, в Таиланде. Да. Я еще давно, вот, когда мы еще весной, летом смотрели, он Пропал, да, там, он там поселился, с кажется. радаров. Нифига себе. Таиланд засасывает, видишь. Ну что, давайте начнем с боя Сергея Павловича против Жирзиния Розенстрайка. Не смотрел бой. Расскажите. Да средний насколько он поединок интересен. вообще. Просто Что-то тупо я по выиграл, и реакции всё. Дануайта понял, что бой ему не понравился, да? Да там и публика аукала, но Да? там просто два бойца с тяжелым ударом друг друга так немножко опасались, и поэтому вышел немножко скучным. Все же ожидали, что двух нокаутеров, когда сталкивают, все же думают, что сейчас нокаут будет, а там просто 3 раунда отбились, и Павлович решением выиграл. Я, короче, иногда балуюсь. И Чем? делаю, короче, прогнозы. Легкими. Прикалываюсь. И собираю такое, знаешь, что-то невозможное, нереальное всегда. Вчера я скинул... Сколько у меня коэффициент был? Ты делаешь ставки? Не, я не делаю так, просто подвожу под это. Сколько этот коэффициент был? Пошла реклама. Не реклама. 800 чем-то коэффициент собрал, прикинь. 800? Да, из них 2 боя только не вышло. М. Из 11. Пипец. Сам шок. Сула, вам как бой? Какой? Павлович против Розенстрайка? 835? Да так себе же. Как и тебе, я думаю. Не очень, да? Ну да, так, ну такой. В напряжении постоянном. Но нифига не было. Не кажется, что Павлович немножко проседает? В плане он после нокаута, потом его деклассировал ладно. Волков. Я вообще, мне честно сказать, не переживаю за Павловича, что он просел или проседает. Я в шоке от того, что Исраэль Адесanya так упал. Блин. Охренеть. Да. Какая легенда была. да, По-моему, какой все, боец салам был. алейкум уже. Это вот, знаешь, как бы вот похоже, да, на бой помните этого Андерсон Сильва до боя с Крис Вайдманом, да? И после боя с Крис Вайдманом, когда А нокаут. когда Сильвис так раз сколько? Когда- Тоже, наверное, 35 и было? Боковой залетел, прям в челюсть. Да, Последнем, да, на да. последнем раунде, последних минутах. После этого поменялся Андерсон Сильва, уже драться перестал нормально. Как бы. Уже еще травму уже серьезно получил потом в реванше ногу, когда сломал. Это во втором Да, бою. да, Да. Да, из-за этого тоже он долго восстановился. Но здесь же Адесanya очень хорошо же первый раунд вообще офигенно провел. И не скажешь ему, что он, короче, есть вот, что-то сдает. После простоя. Да. Ну, не знаю, по нему, лично мне казалось, что он и как будто в реакции потерял, и у кого-то это был другой Адесanya, не тот, который, помните, к титулу шел, голодный, всех убирал на своем пути, шоу Имавов закатывал. просто крут был. Просто очень крут Имавов. Ну, когда Есть. Имамов вырос, да? Сильно удивил он. Я на своей Сейчас трансляции, весь мир его я сразу обсуждает. сказал, я, короче, болею за Имавова. Я не знаю, кто. Я говорю, Имавов, я считаю то, что... Он еще в первом раунде, да, видели? Он начал не в тему лезть в ноги. Зачем лезть? Я, короче, эту тему в перерыве, говорю, нафиг он лезет в ноги. По-любому тактика была. Тут с ударами нужно там. было сближаться и щелкать. А он же сказал же И после он боя, сблизился. он же сказал, это была Шарань! тактика, А? что он миксовал борьбу с ударкой, чтобы в итоге нокаутировать. У него не было задачи Нет, перевести. постфактум Нет. можно все что угодно сказать. Постфактум можно все что угодно сказать, но то, что он силы тратил, это факт. Кто? Нет, Имавов, Имавов. Сула вообще с такими ребятами, вот как Адесanya, по-любому их надо раунд побороть. Он же стойчик, ну, у него не опасный. получилось. Руки, ноги, Ну, загрузить Нет, даже надо. если не получилось, просто закислить. Ну, это немножко да, руки, исходя ну, из да. тактики так делается. А уже во втором уже спокойно работать в стойке. Потому что та скорость на первоначальных секундах, которая у них есть, на руках и ногах, она очень опасна. Он понимает, что там даже моргать нельзя. Да. Просто вот так открытыми глазами то пропустить можешь. Потому что, реакция в натуре. И там же оно, каждое действие, как Джон Джонсон, помните, да, показал эту руку, бьет откуда-то вообще с другой стороны. И непонятно, да, вроде бы ты все видишь, и тебе там бах, прилетело, да. А что теперь вообще с Чимаевым, да? Вот теперь супер интересно, что будет в этой весовой категории. Да, Что вообще, вот, Чимаев претендент. Дидар, ты же в курсе, да? Что с борьбой у Имавова? Ну, с Наверняка борьбой, ты в курсе. она не такая, как у Хамзата Чимаева. Мне кажется, Хамзат Чимаев на голову выше Имавова в борьбе. Плюс Имавов все свои сборы, наверное, проводит где-то во Франции. А Хамзат Чимаев
Ну, где? Он Он сейчас постоянно... со сборной греко-римской готовится. Да, тем более. Саудовская Аравия. Не, он сейчас, да, гражданство я видел, взял, да? Да, второе гражданство, кажется, взял. Ну, с Имамовым, знаете, я что думаю, соперник, какой бы звезды не было Исраиля Адесаня, при всем моем уважении, я думаю, что он сегодня не самый лучший в своей и ментальной, и... Кто, Адесаня? Да, Да. Адесаня в форме. Надо посмотреть на Сурдина, прежде чем его мерить сейчас там с Чимаем, его надо посмотреть на пару боях таких хотя бы, как бы, там, Топовые. знаешь. Да, ну, в пятерке, там, в семерке. Адесаня был второй в рейтинге, да, или третий? Мне Ну, кажется, четвертый или третий он был. Да, он где-то был в топ-5, он точно был. Да, и вот еще с кем-то посмотреть. Был же парень такой татуированный, лысый. А кто писал вот это вот сюда? Да, хотя бы с Прохаской. Вы неправильно написали. Прохаска. Его Нет, зовут разве это Насурдин, другая а не называешь? Насрудин. Прохаска разве не с Перейрой дрался? Вот. Или Перейра поднялся Перейра после, же да? поднялся уже. Всё, Да всё. ладно, Вика, что там? У него работа такая. Откуда такая информация, Виктория? Любовь тут между Викой и Сулой, она как бы с Так. каждым подкастом все усиливается и усиливается. Скоро так пятый стул будет, там будет с нами Вика сидеть, да, Вика? Ну, мне кажется, это Адесanya свой пик прошел уже. И сейчас он на таком складе. Может быть, да, может быть. Но при этом, насколько крутой на этом фоне этот Алекс Перейра, Да. что сейчас он до сих пор всех ходит и нокаутирует. Нет, Перейра только растет, развивается. Они, интересно, ровесники, да? 35-40 Ну, лет? плюс-минус, наверное, 37, ровесники, да. 35. Там же Проверьте, сколько лет этому Перейре. Перейре. Но из Перейры хорошая история у него была, да? Раз поиграл, раз Да. выиграл. Он умеет возвращаться. Как он еще сыну показал, помнишь? Да, Да. Прикол. Еще вот такой эти 3 лука, да, Да. 3 драматичный выстрела. момент был. Ладно. Ну, кстати, Неожиданно, ну как сказать неожиданно? 37 перед. О, да, На 2 37, года старше. на 2 года старше. Блин, да, правильно говорите, он раскрылся прям хорошо, меньше пропускал, что ли. Посмотрим на Сурдинова, да, в пару боях. Я думаю, что если он так дальше вот так будет продолжать, как с Адесани, я думаю, обязательно он за титул с кем-то поборется. ну, кстати, он с много стопами дрался. Да? Да. Ну да, вот я слышал, вот и на прошлый раз мы его обсуждали, позапрошлый или 3 подкаста тому назад мы обсуждали его, и ты говорил тогда, что он топов проходил. Я про этого говорю, лысый, татуировка. Лысый в татуировках. Не Стрикланд, который сейчас за титул будет драться с Дюплесси. Лысый. Стрикланд же уже чемпионом был когда-то? Был, да. Не он. Блин, как его зовут? Уитекер? Уитакер, Уитакер, который да. Чимаю челюсть сломал. Да. А, да, Вот, с вот Уитакером. с ним бы я хотел посмотреть. Вот, кстати, с ним будет Да. капец интересно. Я будет. вот про это говорю. С Уитекером хотел посмотреть этот. А Чимаев ему челюсть сломал, да, Да, все-таки? Да, да. Он поменял 6 зубов, говорит, что-то или 6, или сколько. А, кстати, вот Чимаев в натуре опасный, да? у меня вот вышел это тоже Мощный. материал. Опять же, если возвращаться к Винисиусу. Он же, слышали, да, он и говорил, что хочет подраться с Умар Нурмагомедовым. Кто? Да. Вот да. этот Винисиус. Который И Саида он говорит, выиграл. ну мне кажется, что Умар, говорит, меня боится. Вот который Саида Выиграл. выиграл. Он меня боится. Что за Что разговор? вообще, как вообще, вот, Дидар, ты же... Ну, чисто байтит он. Да? Я не думаю, что бойцы на таком уровне кого-то, Кого-то. чего-то боятся. Не, я не про это. И каковы шансы? Шансы. Сейчас Винисиус, получается, куда прыгнет? Он нормально запрыгнул вверх. Он, Да? по-моему, на последнее, поражение было у него до этого. Он так чередовал победы с поражениями в UFC. У него там 2 или 3 победы. Ну, прям он очень хорошо выглядит. Ну, в нем я не увидел ничего такого, с какой-то техники там. Он просто, как сказать, Он, мне терпеливый, идет вперед, стойка такая корявая. Там даже некоторые удары ты видел, он как сверху там накинул, боковые такие у него колхозные. И он как будто просто чисто физикой Саида выиграл. Там не сказать, что он был на голову выше в других каких-то аспектах. Он его передышал, он был типа физически свежее в каждом раунде. Мне Меня кажется, вот из-за удивило этого. то, что Саид задышал так быстро. Хотя там не сказать, что много борьбы было. Вы про кого? Про Саида Нурмагомедова. Саид и вот Во его втором знали. Все. Да. Саид пытался постоянно словить его на свой ниндзя-чок, его коронку. Да. Сегодня никак не получалось у него. А что думаете по поводу боя Майкл Пэтч и Шара Буллета? Вот этот бой поинтереснее. Ну, знаешь, как бы с точки зрения, вот Данова вчера правильно сказал, стили, когда чуть-чуть похожи, они все-таки наносят Скучновато. такой, момент, когда там осторожничают, начинают Да. контролировать друг друга. Хотя они могли бы показать реально крутой бой. Я думаю, у Шара Буллета где-то там в голове сидела вот эта тема, чтобы нолик не пропал и как бы, в такую победную свою серию продолжить.
А у Пейдж все-таки на закате боец. И 37. да, уже в прошлом бою с Яном Гэри было видно, что он не сильно так хочет рисковать и не сильно может это делать, в принципе. 37 лет. Тебе сейчас сколько? 29. 29. Ну, ты понимаешь, да, что такое 37? Ты знаешь, да, что как бы уже в 29-30 лет там не совсем все могут конкурировать на таком высоком уровне. А в 37 лет это куда сложнее, мне кажется. Ну, говорят, там еще Шара вышел, у него там на ноге стафилококк был, короче. И это же конкретно по функционалке бьет и по подготовке. Стафилококк сейчас прям такое модное слово, везде выходит, да? Раньше, в наше время, если стафилококк говорили, значит, Создал у меня, кто? не, у меня в голове это что-то такое венерическое было, знаешь? Стафилококк, что-то такое, да, там. Нет, А сейчас У меня это вот- никогда такого не Не, было ну, ассоциации. в голове такое, да, типа, что-то такое, как будто что-то подцепил, да, Ага. типа. это в основном кто в Таиланде готовится. А вот кто не в Таиланде, у них не выходит. Ну, в Там- Майами, говорит, тоже. там у них Климат вот, схожий да, же, климат, да, влажный. влажный. Ну и в Эмиратах вроде тоже. Ну, да, плюс-минус, похоже. Что надо было сделать Шаре, чтобы побеждать? Бороться. Шаре? Нет, да, Кроме он же бороться. Он же не борец же. Он не борец, но Сокращать кроме дистанцию, бороться. сокращать Правильно, дистанцию, правильно заходить на говорит, ближнюю сокращать дистанцию. Он тот Пейдж работает на дальней дистанции, он прыгучий. Ему нужна была дистанция, он свою тактику выполнял. Шара не смог, он должен был подойти, рубиться, у него держалка нормальная. Пейдж базовый тайквандист? Я не знаю, Он ну, двигается судя как-то, по да. его Он стилю, карате да. это Да, какой-то, двигаясь. Вот есть вот такое, знаешь, как будто, я думаю, этого Шаре не хватило дановать прав в одном, что вот эти стили, допустим, раньше вот даже, ну, Диас не даст, наверное, соврать, что как бы в подготовке, когда дерешься там с тайбоксером, каратистом, надо сокращать дистанцию, на руках работать больше. Мгм. На руках работать, пробивать, стараться зацепить или на контратаке дать, потому что лицо прям уязвимое становится, а у этого руки вот так стояли вообще Опущены. внизу. То есть, и чем короче ты на дистанции, чем быстрее ты приближаешься, попадаешь, тем больше шансов, что ты его уронишь, потому что когда человек на одной ноге стоит или собирается замахиваться, ну, проще, да, попасть. И вот, и они оба начали, как, знаешь, поджопники друг другу давать, ну, как бы, чуть-чуть как тайквондо смотрелось, да? Мгм. Не могли. Значит, тот-то понимал, что ему не нужно было сокращать дистанцию Пейджу, а этот не мог подойти. Он постоянно вот этот лоу-кик пытается. Да, И он всё. пытался ногу отсушить, но так и не отсушил. Что самое У интересное. Шара, я как понял, только один глаз видит, да? Да. Ну, я думаю, вот это тоже проблема. Тоже Я думал видел так в же, одном парни. подкасте, ну, интервью, что он говорил, что он видит у него, но Плохо видит, да? плохо видит, да. Ну, брат. Дана Вайт же сказал, Мгм. проблема, говорит, с Пейджем была в этом поединке у Шары. Не знаешь, что с ним сделать. И подойти к нему опасно. Да. И не подходить к нему опасно. Я поэтому и спросил, что нужно было делать. Потому что вот эту вот тему, то, что вы говорите, нужно было подходить. Вот, Диас, ты говоришь, подходить, сближаться, это и т.п. А как подходить, сближаться? Идти в Почему, банк почему я понял? Помните, закрытый идешь на него. То есть надо Перекрытый. было идти в банк Перекрытым просто. помнишь, я тебе самую лучшую тактику против Пейджа скажу. Помнишь, мы Пистолет? обсуждали... Помнишь, мы обсуждали... Гранатку. Обсуждали, в то время еще Шавхат и Ян Гэри даже не думали драться между собой, но все говорили приблизительно не побежденный, не побежденный. Я тогда говорил, помните, все время, что Ян Гэри очень хитрый. Очень. Вот как он подрался с Пейджем, вот так и надо было драться. Вот он все сделал правильно. С точки зрения результативности. Да, ну, да. там Ну, зрелищности, и может Гэри быть, не очень. какая строчка рейтинга? Ну, сейчас где-то третья или Ну, четвертая. как бы так. А Шара даже в 15 не входит. Не, он 15-й. Шара 15-й? Да. Да. Пейдж был 15-й. Ну, Вы тогда, что другой- говорите? другой Нет, весовой. а Шара не входил в тогда, 15. тогда и этот 15 Тогда был. откройте, сейчас вот откройте, посмотрите. Шары нету в топ-15. Есть? Кинь там. Он только 14 же? даже. Жестко, если есть. Я говорю же, есть он. Только меня не 14-й. Ну, кстати, Пейдж еще выступал не в своей весовой категории, он на категорию выше поднялся. Ради этого боя. Сказал, что это будет его единственная вылазка на 84. А, Он же с Гэри 7-7 дрался же. все. А что, Шара 84 дерется? Да. Ничего себе. Видишь, постоянно говорят, вот что будет, если не подерутся с Хамзатом Чимаевым. Да. Ох, ну вот. Нет, Еще Пейдж такой с жирком немножко. Я думал, он скорости потеряет из-за того, что вес будет. Но ничего. Прыгучий. Нифига, вообще. я офигел с Пейджа. Вот с Пейджем действительно нужно только бороться, это факт. Биться с ним в стойке, этот чувак, оказывается, не просто хорошо бьется, но по мне я увидел. Он вообще вот именно тактически, вот стратегию ты увидел, да? Он железно забрал первых 2 раунда, Мгм. а в третий вышел
Суши. чтобы не дать, короче, шарик газовать. Вот и все. Вот он все сделал правильно. Вот он не стал, он уже понял, что 2 раунда я выиграл. Нахрен надо мне рисковать? Мне просто нужно сделать так, чтобы шарик было максимально некомфортно в этом раунде. И пускай ему отдадут его. Но 2 раунда я уже взял. Ну, опасно так. Ну, в Иногда конце бывает- видели, как он? иногда Но он 2 бывает, по раунда, он последнему увидел то, раунду что судят, Шара да? не может к нему даже нормально подойти. Он эту тему увидел. Не, И вообще он увидел говорю. то, что... Но вот мне казалось то, что как будто бы у Пейджа бензин кончился в 3-м раунде. Да. Но я думаю, не Прыгать бензин у нелегко него 3 кончился. раунда в 37 37 лет. раундов. Он просто тупо чуть-чуть сбавил обороты. Но не потому, что устал. Я думаю, он просто сбавил оборот. Потому что ему было 30 понятно лет то, тому что... назад ты тоже, братан, так бы устал бы. Ему Нет, 37 всего. я лишь. говорю, он не устал. А, не устал? Нет, он сбавил просто оборот, потому что он понимал то, что Шара не сделает ему. Он чуть-чуть сбавил оборот, и у Шара как будто бы начало что-то получаться. Ну, там не было такой... Вот эта тема у него, он просто сбавил Но мне темп. кажется, он все равно чуть-чуть задышал в конце. Это Да, было да, видно. Не, ну это 3-й раунд, конец 3-го раунда. Что вы хотите, с одной стороны. Но я думаю, он, если бы захотел бы, он вот темп 2-го и 1-го раунда, я думаю, не вопрос бы выдержал. Кстати, как он в конце еще треугольник плотно закрыл прям. Что-то мы долго задержались на этом ком? парне. Да, на... UFC? Ты спешишь закончить? Нет, не, я не спешу, на Шаре Буллете уже нормально обсудили. Да? А мы весь UFC почти обсудили, в принципе. Ну, давайте, Закир. Power Slap вообще смотрел? А, кто-нибудь? Power Slap. Я только вот в новостях бой, то, да? что вышел, да, у нас казахстанец там, да, подписался. Ага. И вот пельмень выиграл. Мне вот это интересно было. Вообще, гипотетически могла бы произойти схватка между Галмом ТТ и Пельменем, да? Галма по медицинским показателям... Да ладно, Да, серьезно? нет, давно он же ездил, помнишь, когда Да, в да, Караганде помню. у нас бой был, Ага. они тогда улетели в в Абу-Даби. И там у него должен был быть бой, и почему-то не произошел. Да, это в ноябре Да, или в да, октябре месяце. Тогда я видел где-то в интервью, что Галлам сказал, что у него там что-то обнаружили в черепе там или в голове. Из-за кого, этого у не Галлама? допустили. Да, у Галлама. А да. что обнаружили? Из-за этого, не знаю, по медицинским показателям, томографию там же сделали. В и, смысле, короче, какая-то опухоль, что ли? не, Да не не. опухоль, там слегка какое-то нарушение, да? Видимо, нельзя Сотрясение, биться не просто, да? сотрясение. Из-за Я этого не помню, бьется, не да? помню что, но Галлам что-то такое говорил. А так, вообще, я так понял, что UFC планировала Галлама ТТ, они же дрались между собой, знаешь, да? Галлам ТТ и Пельмень, они между собой дрались Где дрались? на кулачке. И там жестокий жестокий бой был. А. Это знаешь, когда было? Когда Когда помнишь, Галлам когда- первый бой у нас подрался и говорит, пельмень, овощи, огурцы, там, помидоры. И после этого было, да, Это что- после- он подготовился к этому бою. И он ему передал, пельмень там, она. И Огурцы, это раскачалось помидоры, внутри, весь Казахстан хотел увидеть. И они подрались. Они в закрытом карте где-то подрались. И там, я знаю, что, ну, по ощущениям, я даже бой так посмотрел. Не весь, конечно, плотно, но вот так, можно сказать, практически весь. И Галм там нормально ему попадал. Даже была чуть-то грязноватая борьба местами, и тот дрался. Но у Пельмени лицо после объявления их победы было страшно. Вот такое лицо он ему сделал, Галм. Галм вообще, он все время хочет по ММА драться. Я говорю, тебе надо на кулаках драться. И с Дациком то же самое же. Он хотел с Дациком по ММА драться. Я говорю, не надо тебе по ММА. Дацик просто, если даже перейдет, ты устанешь. Зачем? Лучше в кулачке. Он в кулачке Дацика хорошо уронил 2 раза. И Пельмени он, короче, пару раз на жопу посадил в бою. И они хотели сделать Power Slap с ним, ну, типа, гран-при, там, финал, туда-сюда. И не получилось, видишь, заболел. Как вообще вы относитесь к вот этому Power Slap? Уже, знаешь, много разных явлений же у нас сейчас и всех направлений. Что-то говорить там, как относишься. Если вот вчера Дановой за это, ну, как бы сказал за все, да? Типа, говорит, мы не конкурируем там с никакими бойцовскими промоушенами. Мы конкурируем с футболом, с американским футболом. Вот что говорить, если это работает, если это какую-то дополнительную, да, люди бегут туда, деньги платят. Вот говорить про это плохо, когда умные люди этим занимаются. Ну, я считаю, что это, наверное, нецелесообразно. Да, не подходит нашим принципам культуре, возможно, в каких-то моментах для кого-то, да, там, какому-то определенному консервативному мнению противоречит. Да, возможно, каким-то понятием, о, шапалак ударил тебя, ты там еще шапалак и так далее, и так далее. Вот в этом плане. А так продается, да. В бою бьют, помнишь, Конор Макгрегор с кем дрался? Он только ладошками его бил, этот Нейт Ник Диас. Диас. Да. На Диасе его только ладошками. Бьют в бою ладошками? Бьют. Здесь бьют ладошками? Бьют. Ну, о чем проблема? Ну, сделаю тоже Я что-то считаю, Power Slap. да нет, чё? я этого делать, наверное, точно не буду, но что-то Почему? другое, да.
Знаешь, мне нравится, что Дана Уайт это делает в рамках ивентов. Он буквально, наверное, года 3 назад мы здесь это обсуждали, коллеги, архивы поднимут, найдут. Мы это обсуждали, когда говорили про баттербол. Я говорил, что уже одного ивента людям мало, чтобы за рамки выходить, чтобы... Сегодня, наверное, в UFC не все за боями приходят, а все за этой тусой приходят. Обстановка, концертная программа. Так же, как и на Назе, да, допустим. Многие люди приходят, если в регионы выезжать, они говорят, мы вот ради этой атмосферы приходим, там, покричать, поорать, камажай потанцевать, там, бой с тенью сделать, с кем-то сфоткаться, потуситься, там, пообщаться. То есть за брендом, за атмосферой, за тусовкой. И вот этот цвет, эта музыка, там, она говорит за себя, да, там, делает свое. Также и здесь это какая-то туса, смешивается аудитория вот этих ребят, которые больше 100 весят по статистике в Америке вот так. Ну, очень много людей там с избыточным весом. И считаю, это для них тот контент, который они обязательно посмотрят. Это же какая-то определенная реализация, да, допустим, пельмень мог бы дома сидеть, пельмени кушать, да, ну, так же. А так он реализовал себя в крутейшем промоутером мира, сейчас сидит там, да, он его чемпионом называет. Кстати, Дана Уайт вчера высказался, что для него этот спорт как раз-таки с пельмени начался. Да. Да, он про это Мотивировал сказал. Он, да, создание типа, вот я этого увидел Power пельмени, из-за этого, и вот он сейчас чемпион. Ну, красавчик, да, молодец. Прикольно. Давай Прикольная сделаем, история. брат. А? Давай, почему ты не хочешь сделать? Не то, что не Вот хочу. и там смотрят. Мне кажется, это надо волну подхватывать, брат. Шапалах У шоу. нас будет баттербол уже в обновленном виде. Ну уже вот это в вот, виде смотри, это вот одна лиги. из, брат. Да. А ты знаешь, возьми, попробуй еще вторую, а вдруг еще вот это вот пойдет еще круче. Сула, вот у тебя сколько каналов, скажи мне? У меня, зачем тебе? Не, ну мне интересно. Для чего? Скажи, сколько каналов? Не скажу. Активно ты Кузин развиваешь. Активно ты развиваешь. Сколько каналов? Не скажу. Ну, скажем, один наш боец. Ну, не скажем. Не скажу, брат. Скажем, два. Не наш боец еще есть, скажем, да, допустим. Ну, ты же понимаешь, Хорошо, что над к чему каждым ты каналом, я к чему тебе говорю, что над каждой вещью сейчас работать, во-первых, нужно найти человека, которому этим болеет. Вот будет я тебе заниматься. предлагаю забросить баттербол и Сам сделать будешь развивать? Power Slap. Нет, ты будешь президентом Power Что? Slap. Поставишь меня, я буду, не вопрос. Будешь развивать? Я же тебе говорил, сколько вот ценник. Все. Еще тебе за ценник надо платить, да? Конечно, брат, а ты что ты думал? А сейчас какие что пойду на это самое, да? На каких-то это самое. Вы что? Я говорю, вот, не знаю, тебя ты обидишься, да, вот я тебя Нет, обижу? брат, ничем не обидишь. Чем мне обидеть? Просто мне как бы, знаешь, как бы интересно, когда ты говоришь, давай это сделаем. Я просто так Вот думаю. в Power Slap я прям очень хотел там поучаствовать, вот как организатор, брат. А как участник соревнований? Зачем тебе видеть, как меня шатают? Я никак не могу понять. Ты уже не в первый раз мне эту тему предлагаешь. Брат, с какую-то. тобой это больше медийнее будет, понимаешь? Я Просмотры готов там набирать. встать Да, просто. вообще, орать, кричать, короче, что-то такое-то. Ты знаешь, как меня хорошо используют? Поверь мне, Сула, которого один раз щелкнули, там он упал. От этого я могу по-другому. Что ты в самом деле? Всё, А пацаны. вот я вообще предлагаю тебе баттербол. Вот, ребят, вот напишите в комментариях, пацандары, чигитера, казары. Хотите увидеть Сулу в Power Slap? Хотите, чтобы Нурбек Карабала, не обижайся сейчас на жесткую вещь, скажу, чтобы Нурбек Карабала прекратил заниматься баттерболом, а перекинул вот все, скажем, ресурсы с баттербола, а начал заниматься пауэрслэпом. Как вам такая идея? Если наберет это видео 50 тысяч лайков, ты обещаешь, что ты забросишь баттербол и начнешь заниматься пауэрслэпом? Ну тогда 50 тысяч мало. Не обязательно забрасывать. Не, можно подожди, просто давайте, пробно что- сделать. Да, пробно, можем. да, Если 50 тысяч посмотреть. лайков заберет пауэрслэпом, опять же, вопрос же юридической темы. Можно ли этим вообще заниматься? У нас? Слушай, ну это же вопрос времени. У тебя толпа, вон, люди бездельников сидят. Нет, ну, Дай им задание, пускай, Ассаламу алейкум, бездельник. пускай начинают работать, узнают, Сула. насколько это все. Сула тебя, наверное, скоро отравят через мед или через что. Уже не первый раз я слышал про это, что давайте Суле подложим там вместо спирулина что-то. Что они сказали в тот раз? Атривин? Не, вот это как слабительный. Чтоб, да, долго не этот. Я, братан, тебе нужен для того, чтобы не ты их дергал, а я, чтобы их А, дергал, понимаешь? Я очень нужен тебе для этого человек. Миссия! У тебя, Потом знаешь, не будешь такое- мне звонить, братан? Не, Серия у хорошо тебя- получается. У нормально. тебя имидж такой, знаешь, доброго, короче, это доброго директора, но у которого да, Кен черт, короче, да.
Ты весь удар на себя берешь, да? Завязывай, какой черт. Не, ну я в прикол говорю, ну наверняка так меня называют здесь. Я не удивлюсь, нормально. Завязывай. Не, Диас, а тебе самому что больше интересно, Power Slap или Баттербол? По чесноку. Ну, по чесноку, если как вот зрителю, мне Да. было бы интересно, конечно, Power Slap. Во, Посмотреть, во, но во. тоже люди... А если участвовать? Нет, точно участвовать. Честно Я- скажу, ни один раз не смотрел Да, Power Slap. Давай, я говорю, вообще брат, это такая противник того, офигеть. чтоб в голову Вон, Дана попускать. Уайт ее мутит. А тут просто Дана ты стоишь, Уайт ты не просто... можешь уклоняться. Американцы Да, да, да. херней Занимать удары, заниматься не будут, брат. Сейчас Нет, смотришь, как я- тебя Самый бьют, и лучший я- бизнесмен в мире, Я брат. же, я же Жесткое говорю, что шоу. это не фигня, я же про это и говорю, что вот, допустим, со временем, когда уже дальше, чем дальше Тут, живешь, брат, тем больше понимаешь, да, велосипед допустим. изобретать не надо. Вот он, американец, который умеет делать Ну, деньги, давай свое лучше что-нибудь мутит. придумаем. Шапалах шоу. Я и говорю, не надо Шапалах шоу уже придумывать. было. Уже кто-то делает, брат, даже? не, уже надо делали, уже придумать продали никакого в его. велосипеда, Казахстане уже брат. делают. Брат, Да, я не говорю нужен про велосипед. Казахстан. Его уже делали, уже Херач, забросили, Power уже Slap. продали его. Power Slap KZ. Рамазан вот тебе. Абердиев делал. Бесплатную тему дал. Попёрло. Не Ну, нужно попёрло, придумывать попёрло. ничего, брат. Бери Кажется, готовое, вот оно. Также Казахстану продали. Не-не-не, в Казахстан, кому-то другому. А вообще, или заобщайся с ним. Скажи, а может быть франшиза или что-нибудь такое? Прикинь, прикольно будет. Он еще раз, еще и на файтпассе тебя покажет. Офигенно Можно сделать же. Power Slap, только На чтобы не файтпассе. ладошкой били, а кулаком. Не-не, то есть, допустим, казахстанский филиал, ты мутишь его. Ну супер же. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Bust it open, let me see you try. So baby, Так, Асу Алмамбаев. Кстати, поздравляем нашего парня Наримана, Закира Найманбаева. Я так понял, что он семья, да? Парень, да? Фамилия за него говорит, нет? Не-не, ну... Я не знаю, честно, Найман. откуда. Не, а кто-то писал, типа, с ВКО и так далее, парень. Вообще қазақ па? Жоқ, түрі қазаққа ұқсамайды, но фамилиясын қарашы, Найманбаев, брат. Ол рудан алынған фамилия, тектен келмейді ол. Мне кажется. Ладно, поздравляем нашего соотечественника Закира с Найманбаева, с победой. Я выставлял, кстати, мне... А он Ну, про Эль Нильсон, да, Не щелкнул? то, чтобы я слежу за это, как только увидел, что казах Power Slap, Да. сразу обрадовался. Да? До этого я думал, Шапал. что... Да, до этого я думал, что этот, как его... Гаум ТТ будет первый казах Power Slap. Ну, так получилось, что другой попал. Ну, Ну, ладно. написал, что атлет с Казахстана в Инстаграме Когда вообще. за рубежом выиграл, наши да, стреляют получается? сразу в Да. глаза. А, кстати, Да. вот недавно у нас сумоист с третьим Да, место да, взял да. на королевском турнире. Аты бар ма? Ат- Атын есінде. Ол туралы маған қаршыға айтты, сосын... Каршыга с ним двигался Да. там в Да, Японии. И они. этот, как его? Шакенти, наш Шакенти говорил про него. Он говорил, Имя Королевский забыл. турнир, потому что это Тоже. очень такой рейтинговый. короче, третье место там занять, это, короче, тебе А какой у него сейчас не за вообще хлебом рейтинг? сходить. Да. Сколько? Там Оза, как Акадзаки. Найдите как его же, имя, блин, да, господи. давайте. это- Рустем ба, сондай Там бір есть вот там эти, Рустем как же их называют? Я Там думаю, что очень одно много время, рангов. брат. Ерсен. Ерсен. Ерсін. А какой у него рейтинг, ранг? Озаки? Нет? Ну, главное, что он третье место взял. Потому Просто что- его каждый день в Тенгри Ньюс выставляли, вот он первый круг прошел, второй, Да, третий да. круг прошел. Я думаю, о, ничего Молодец. себе, просто за сумму тоже я иногда так смотрю, интересно. Не, там. Суму я раньше круто смотрел. Да я Вообще тоже мне нравилось. по Евроспорту, да, показывали раньше. Еще Да, замедленные, да, когда да, показывают. да, да. Йоу, Я вообще не думал, Сумо что мне казахи нрав- будут там. Сумо мне Супер, нравится. Не, знаешь, супер. Монголов и там тогда, много, да? смотри, брат, в 2000-х годах был казах, Ахтауский Сүйеніш. Ахтауский парень тогда в сумо выступал. Ну, я не знаю, ну, скорее всего, он до таких высот не дошел, как вот этот пацан, Мгм. парень. А вот сумо казахи всегда были. И монголы там, кстати, постоянно Ну, выигрывали. а Сосиори у них один Да. из величайших. И Как я когда Никодзуна. следил, раньше был Рабакидзе. Видели? Вот, Да-да-да. Да-да, он Да-да-да. как робот. Как же его звали? вот чтобы вы Господи. понимали, Казбека вот это моргание, она оттуда и появилась. М. Когда Казбек выходил, меня вдохновил вот этот Рабакидзе, не Рабакидзе, Да. его Робокоп называют. Когда он побеждает, когда- он вообще... Не-не. Когда проигрывает, такой, Вот именно когда выходит на выход, он начинает действовать как робот, прикинь? Да, 200, ну, да, да. 150 Супер, килограмм супер. пацан, И он как прям робот звезда. делает, и все его называют Робокоп. И он проиграл или выиграл, сразу на месте спонсора ему платят деньги. М. Нет, 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 Samsung. только если выиграл. Нет, ему именно платят. Почему? Только если выиграл, Нет, брат. даже когда он проигрывает, ему платили. Давай заспорим. Платили деньги за то, что он просто выходил такой, ну, зрелищный, и прям весь зал гудел. И я когда
Ну, для Казбека мы придумали вот это моргание глаз, оттуда и вышло, типа, вот, эффективный выход должен быть, типа, чтобы этот, и оттуда у него появилось вот это моргание. А чё, Эдуард, а что ему нашептывают? Это всегда мне интересно было. Там же в интернете куча вариантов. Если проиграешь, да, это, да, сука, не, уволю, понял? за- Сука, это мем был, уволю, это как попадешь, У тебя сука, куча тебе кредитов, пора должен уже выйти Жена, выиграть. да, говорит, перед выходом на работу, да. Слушай, А это пусть секретом останется, что он ему там говорит. А ты не думал себе какой-нибудь крутой выход сделать? Ну, почему нет? Такое точно У меня нас такая креативная команда, которая может придумать, братан, сразу о тебе весь мир узнает. Тем более в Брейв реально можно на весь мир там пошуметь одним выходом. Давайте, я открыт Для для переговоров. предложений. Да. Круто. Асуал Мабаев. Поменялся соперник. В первую очередь хочу поздравить нашего казахстанского бойца, что он появился в игре UFC Fight. О, точно. UFC 5. Знаешь, вот сейчас в чем, ну, да, как работает, да, маркетинг, вообще, как этот спорт, насколько он популярен. У меня сыну 3 года. Я как только открываю там, ну, ММА, любой этот, он так смотрит, сразу говорит, Шавкат Рахман. Шавкат Рахманов, представь, 3 года пацан говорит, подходит, сразу говорит, Шавкат Рахманов, вот, типа, да, потому что он смотрит, что мы играем в Шахмат Рахману UFC, он видит, что мы там, ну, с Амиром ездили к нему, и вообще в целом контент про него смотрим. 3-годовалый пацан говорит про Шавката Рахманова. Когда парень попадает в игру UFC, я считаю, что это... Я к Это- чему это говорю? вообще это офигенно. достижение. Достижение, Это да. Это достижение. однозначно, да-да-да. И вот хочу и История. Казахстан, и Асушку поздравить, молодец, круто. Нет, это вообще круто, это определенная медийность очень сильно поднимает. А этот Алан Насименту, или кто это? Да-да-да. Был другой, да? Эрцик. Стив Эрцик был. Эрцик травмировался, да? Нет, его поставили с этим бывшим чемпионом этой весовой категории. Как его звали? Который говорит, maybe not Ройвол. today. Да, да. Не Ройвол. Да, с Рой... Maybe Бразилец? not- Бразилец? Не, мексиканец. Морено, Морено. Морено. Морено, он да-да-да. должен вроде бы драться. Официально не видел, но вот видел такие новости. UFC вообще умеют, оказывается, за секунду взять все поменять вообще. Я вообще в шоке. Ну, знаешь, иной раз в карде, не только UFC этим грешит, многие Я грешат. думаю, этот человек тоже может походить. В карде иногда Пойдем, стоят ребята, Спилберг, они ради этого будешь с стоят, этим драться, и страхуют. всё. Страхуют. Вот их бой ставят, по факту они стоят для того, чтобы, если в случае там кто-то слетает, они заменяют. У нас был такой случай с, помните, когда Суйонг стал популярным, кстати, боец Да, UFC. да, да, да. Суйонг подрался с этим Кодек, Кодеком. Кодек должен был драться с Елеманом Шертаевым, да? а тот должен был с Ван Бикболатом драться. Да, вот такая ситуация была, мы перекинули. Потом, ну, много таких ситуаций. Просто было. когда это делается в рамках одного турнира, и когда они меняются, вот, допустим, с Махачем как А у было, них да? каждую неделю турнир. Реально, вот тебе и пример. Вот, допустим, в месяц у тебя 4 турнира, ты сидишь, смотришь, у тебя здесь Махач стоит, здесь там кто-то еще. И он слетает, и если слетает, их соперника объединяешь, вот и все. Это помните, как боец вышел, готовился на следующий турнир, и за несколько часов вышел на бой? Он просто жил в Лас-Вегасе. Да, таких возможностей. Вот я же говорил про этого нашего Достана. Достану уже предложили бой за неделю. С Саидом, по-моему, кстати. Да, UFC. С Аидом? Да. Да, Нифига пригласили в Абу-Даби предложили бой. Если вы прикинь, сразу контракт долгосрочный, все дела, сразу так продолжение выходит. Нет, на самом деле бойцы должны быть в этом плане, вот кто хоть действительно мечтает попасть в UFC, они должны быть готовы в этом плане. Потому что если ты в топ, допустим, ну тот же сейчас Диас, там, Дастан, там, Нурбек, кто там, собери, да, их там в Казахстане на сегодняшний день работоспособных, которые готовы продолжить свою карьеру в UFC. Ну, не сказать, что их много, ну и уже немало по меркам того, что раньше было, да, там, уже там есть 5-6 пацанов качественных, которых можно отправить хоть час. И они должны быть готовы. Ну, видишь, у него сейчас, допустим, в случае с нами, там, если там Достану сейчас предложит, мы его там, давай иди на, не знаю, как Брейви, там, ну, возможно, чуть-чуть, как бы, могут быть проблемы. А может, наоборот, скажет, давай, ехала. Как в других промоушенах, тоже не знаю. Но в этом плане мы заточены под это. Мы там, ну, хотим, да, чтобы они туда попали. Если бы там предложили бы, там, мы скажем, давай, типа, ехала. Просто что плохо в этой замене, если это был бы Стив Эрцик, там, мне кажется, путь до титульного боя был бы короче. Сейчас вот этот, даже не в топе, чередует победы с поражениями. Ничего не меняет для Асу, я думаю. Асу просто надо выигрывать, это все. И если есть возможность, досрочно. Вот и все. Ничего не меняет. Какой это рейтинг. Самое главное, Асу стоит 8 или 7, да?
Мгм. 8-й упал, да? Я Я думаю, он был 7-м, потом упал на 8-ку, да? Асу. Не знаю, не следил. А, Да. да. И, ну, считай, в Казахстане это второй человек, который выше десятки поднимается. Не было раньше таких. И вот, если сейчас Асу проходит его, все уже там на Асу посмотрят, он и в Казахстане медийный, он и интересный, да, там в плане там ведения стиля боя, да, естественно, может быть там то, что 3 раунда, ну, этот сам по себе вес он такой. Там Мало сильный, нокаутов. нокаутирующих ударов очень мало. Он сам по себе такой, да, там. Тут нельзя там кого-то винить. Асу все делает правильно, все красиво, я считаю, что. Надо выигрывать и все, идти дальше. Он дерется во второй день Уразы, да? 2 марта? 2 марта, да. М. Вот как раз закончит и начнет биться Аллах, Уразу продолжит, короче, дальше. Тут написано Ирингаипов, Макаев. Рингаипов? Против Макаева. Макаева? Прикол рассказать? Давай. Как инстаграм Макаева? Так, Макаев? Мокаев просто Мокаев, напишет. да? Короче, Мукаев пишет мне. Это еще когда Займи денег. до опубликования этого скидывает мне алибишку и пишет, хороший бой был бы, типа, между ними и Оливи. Оливи, представляешь? Я ему написал, типа, ехала, давай. И буквально через неделю или 3 дня там этот объявляет. Таф объявляет, что типа, ну не Таф, а этот говорит мне, что Таф. Ну, смотрит за нами, следит Макаев. И, видать, увидел там конкурента. Кстати, у вас гипотетически может бой состояться, но я думаю, сейчас Макаев заряжен больше обратно уход в UFC, да? Мы с ним там... Я вообще, когда мне этот контракт предложили, Да, примерно я понимал, что, скорее всего, ищет на Макаева. да. Сразу мой первый вопрос был с Макаевым. Он говорит, нет, у него своя дорога, у вас своя. У вас будет титульный, гонка, все остальное, рейтинг. Он вне, рейтинга вне. У него отдельная дорога. Потом я думаю, ладно, ну если он будет в лиге, я буду в лиге, я буду побеждать. Он по-любому, мы рано или поздно встретимся. Потом с ним мы пересеклись, в сауне вес гоняли. Он говорит, я хочу 2 сделать нерискованных боя для себя. И опять в UFC. Ну, у него такой план, у него, а в UFC, как мы последние новости видели, что UFC пока не собирается его обратно брать. Вай же сказал то, что нахер он не нужен. Ну не нахер он не нужен, сказал то, что вообще. А Миша брал у него интервью, да, у Макаева. Видел ты? Нет, еще. Короче, там вы видели то, что Дана Уайт говорит, что Макаева шансов нету в UFC вернуться? Смотрел ты? Да. Ты смотрел, да? Ну, он не так сказал, но что матчмейкеры не хотят с ним работать. Да, то, что типа не хотят, короче, работать с Макаевым. Недисциплинированный, да, типа? Он не про это не говорил. Он просто сказал то, что никаких разговоров о том быть не может, то, что Макаев не вернется в UFC, он говорит. Эту тему, как я понял, Майкл, короче, услышал, и там в Саудии, короче, спрашивает у Макаева, короче, ты так и сяк, короче. А Дана Уайт сказал то, что у тебя шансов типа нету. Мгм. И он ему отвечает, вполне, я вообще не понял, это, конечно, ответ просто, я не знаю, как к нему но он говорит, возможно, Дана Уайт не владеет ситуацией, которая происходит. Он говорит, Не да, знаю. я общаюсь, говорит, да, с этим? С Хантером. Да, Что-то он говорит, блин, ну вот же, давайте Майкловскую посмотрим, да, Я открой. видел, брат. Ну все ты видели. слышал же, да? Да. Ну он, говорит, не смотрел. Не, ну ладно, ничего страшного, я же Да? в контексте. То есть вот, ну я просто боюсь там слог в слог, правильно говорю, Не, неправильно? он там? говорит, не, ты сейчас чуть-чуть не по-другому. Вот я и передаешь. говорю то, что Он я говорит боюсь. вот так, типа, и мы общаемся с Хантером, у нас с Хантером хорошее понимание, понимание. Возможно, просто не дошла эта информация до Дана Уайта, он вот так, типа, преподнес. А возможно, она не дошла. Не в том контексте, типа, Дана Уайт не в курсе, что у него в лиге происходит. Возможно, он не в курсе, говорит, не дошла до него информация. Типа такого, да? Хантер еще просто не пообщался за Макаева. Так, Наверное, давайте мы, пацаны, сделаем так, чтобы Я вестник, не да? знаю, вот он UFC хочет, но у него в Брейве там условия в 3 или в 4 раза лучше, чем... Брат, да хоть в 10 раз больше. Вот я поставлю, UFC. да, чтобы нам Да. не прыгать Как по бы этим. кто бы там, да, тем более он в UFC Ой. был в топах. Он уже пер, он уже чуть-чуть осталось. Очень хорошие отношения с Хантером. И даже сейчас после турнира он мне написал, у нас будет звонок, мы пообщаемся, дальше уже видно будет, как исходит положение в моей карьере. Мне также предложили драться в ПФЛ вчера на 61 килограмм гран-при, предложили большую сумму, я отказался. Сейчас у меня продолжаются переговоры с UFC. И просто Дана не в курсе,
всех событий. Он сказал это на интервью, потому что он, ну, его задали, он то, что в голове было, старая история, он то и сказал. А то, что мы с Хантером на связи, это скоро будут хорошие Вообще новости. Макаев жестко пошумел даже на том турнире. За кулисами он Да. там приехал, все у него интервью берут. Потом эта ситуация с хардкором, то, что они там зацепились где-то. Это же вот А на что нашем там за турнире тема была? было. Расскажите. Вы видели, мы там в центре стоим за А что станом. случилось? Мы разминаемся, разминочная зона. И там же у нас в последний момент вообще не было этого главного боя. Буквально там за 2 недели откуда-то появился главный бой. Плюс одна пара, еще боец с хардкора в главном бою в Брейве. Мы вообще в шоке, от как так. Его приходит, и там вся команда хардкора приезжает, Сульянов, там вот этот лысый, который Да, с да, да. ирокезом. И, Германский. Да, и он начинает у Мукаева интервью брать, а Мукаев в каком-то интервью сказал, что хардкор, сколько бы мне ни предложили, я в этом цирке биться не буду. И у него такое провокационное интервью берет. Вот ты сказал, что хардкор это цирк, а сейчас хардкоровец дерется в главном бою, а ты на разогреве. Типа, как это? Типа, что ты скажешь? Он говорит, ну я, если бы захотел, я бы тоже был. А он бы смог бы, Нет, если бы захотел? ну, наверное, смог бы. Дело не в этом. И это Кто, Макаев? интервью такое провокационно берут прямо у него перед боем. У него там остается 3 пары. Он сразу после меня же бьется. Я уже в этот момент разминку мы делаем за станом. Ага. И его главный тренер приходит, Ильдар Ильдаров, и начинает, зачем вы, говорит, сейчас это подходите к нему, вот эту тему начинаете раскачивать. Потом Сульянов к нему без интервью просто к нему подошел, типа, если ты выражаешься, зачем ты это, говорит, так говоришь, что мы цирк, что мы На там публику, да, клоуны, типа? да. Если это твое мнение, типа, и начинается у них там непонятки какие-то. И Ильдаров подходит, говорит, зачем ты сейчас подходишь, у него бой через 2 пары, вы хотите ему настрой сломать, что ли? И потом с хардкора там еще один боец подходит, начинает вылезать, и у них там начинается перепалка. Это прям в раздевалке, где мы лапы бьем. Снимал, брат. Когда у него на у бой меня выходить? бой через пару, я Сказал, я не буду разминку снимать, делаю, я не буду, и у дайте них там поснимать. начинается прям потасовка, там с той стороны вот бахрейнская команда, с этой стороны хардкоровская. Мы даже не видели, что это кто-то снимает, потому что там реально, ну там кто-то, наверное, Толпа, да, да, мы не короче. видели камеры, мы думали там, и я думаю, сейчас драка начнется. И ни одного, самое главное, ни одного секьюрити. Просто там, даже если что-то началось бы, там некому даже подходить и разнимать. И там все так нормально закончилось, 2 команды разделились, те в синий угол ушли, те в Мне красный. кажется, это такой Постанова? постановочно, да. Серьезно? И Брат, Я вот только что мне пришло, Ну, когда было- сказал, security не было, вот мне сразу мысль пришла. была договоренка, что это видео типа не выложат там вообще, что это там замянется, потому что там, ну, были маты, все остальное, там, как бы, главный тренер Ильдар там, как бы, не совсем в хорошем свете себя показал, как не, бы. может быть, И он попросил. они не в курсе точно. Да, я говорю, там никто эти камеры не видел, как они это вообще сняли. Они прямо с собой вот всю аппаратуру привезли, с собой с ними ходят. Я так понял, что сейчас это начнется шоу где-то там. Это вот... Хардкор, ты что, они профессионалы в этом деле. Мне кажется, это прям реально может что быть не жизнь, постанова. что не жизнь, то... Там министр спорта России приехал на этот турнир Браевский. А. Они ради него там час держали, эфир задержали. На Ничего час раньше должен был начаться. Он оттуда приехал, чтобы этот главный бой посмотреть. Хардкоровский? Да, нет, Браевский. В Ну, Бахрейне. который в хардкоре. Да. С хардкором. Да. Сульянов Ничего себе. его затянул. Прикольно? Прикольно. Так. Я еще говорю, Дастан, завтра, если это видео выйдет, мы там в центре стоим еще с тобой, разминку Я делаем. что-то не заметил. Посмотри. это. Там Ну, просто у нас извини. фокус внимания Да, был да, не там, там короче. На крутящих, да. Ты 7 числа здесь будешь? Нет, А, у сегодня нас уже самолет. крутое мероприятие А будет. куда ты 7 числа? Найза Домой? Awards. Да. Найза Awards. Кстати, друзья, вот кто вообще смотрит нас, я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос. Насколько важны для вас эти мероприятия, Найза Awards, вот подведение итогов, признание лучших, там, нокаут, боец и так далее, и так далее. Вот кому это интересно, для кого это полезно, кто следит за этим, напишите комментарий, пожалуйста. И пройдет крутая туса, театр, Алматы театр. А где это находится? На Аль-Фараби. Аль-Фараби, не доезжая... А, это возле меня, да, по-моему? Да. Как возле Офигенно. тебя? Не, Альфа-Раби чего? Не, не доезжая Назарбаева. А, Новый, ё-моё. новый театр Алматы. Фурман. блин. А, там будет? Ну да. Капец, офигенно. Да вы что, елки-палки, ребята. Там будет такая круса. Будет петь Райм, Мгм. Райм? будет петь Ханай, Она- будет выступать инструментальный ансамбль Хассак. Короче, ну, крутейший такой вечер. Я думаю, что обязательно, если... 7 числа, да? Да, 7 числа. Точно, да, 7 числа? Алматы Вы опять театр. переносить не будете вы? Нет, не будем. Точно? Брат, Всё, ты всё. так мы ничего опять не переносим же, у нас вот неделя осталась до ивента. Потом ты обязательно костюм шалвар одень, галстук одень.
Брат, я на каждый твой турнир хожу, костюм, шалбар, галстук. Да. Как ты можешь такие Зидар. вещи говорить? Я- Да, футболки нельзя. Все, я буду в костюме, в рубашке, как положено, в Да, кроссовках. там же дресс-код. Дресс-код, да. Кто придет без костюма, будем бить палками. В том году тоже интересно прошло. Я думаю, сейчас тоже палками били. Тоже били. да. Я шучу. Это вот все, что... Ну что, дискотека в рынке была? Да, конечно, вот автопати. Автопати Да, был? да. Вау. Ну, ты же не А пьешь где? потом. Я для этого дела я начну бухать. Развяжешь, Прям жестко. а потом опять свет включится, брат. Жестко. И скажешь Свет тебе, включится, и скажешь. Когда Теперь, говорит, и бить, и курить бросай. курить я буду, но пить не брошу. Найза 71. Иван Данилов, Тимурлан Сарлапов. Иван Данилова, кто помнит? Блин, Бля, с вот Турсием я- Худайбергеновым, Да. который Он после гол этого захотел. два боя выиграл в России. Мгм. Крутых таких поединков совершил. Я считаю, что с рекордом 7-2 он готов. Тем более моложе он Сарлапова. Очень крепкий парень. Священнослужитель в России. Прям, ну, поп, Мгм. да? Как назвать? Поп Батюшка. или батюшка? Нет, ну, вряд ли, батюшка. Не, Ну, ну, их же батюшка? называют. А как Не, ну, еще? это, наверное, с первого Не-не-не. ранга же, наверное, есть. Для мирян Типа, все они типа, батюшки. да, Ну, имам и Отец. молодой, и взрослый, он же Да. имам же. Также Да. и батюшка, он как Ну, бы я в молодой. этом плане не буду, потому что Отче, я не отче, знаю. отче. Я Святой давай- отец. А что, им разве можно драться? Вот, Это как вот Артем сказал вот в Да, недавнем да. интервью. Спорт спортом, религия религия. Как бы. Жестко он, кстати Ну, говоря. кстати, да. Я, кстати, Там очень- продолжение было этого Не, всего? кстати, очень грамотно да, сказал. я тоже Очень, согласен, очень. солидарен. Он уже- Очень грамотно сказал, да. Мне вот в этом интервью, только что за кулисами говорил, реально вот Бадаев и Юсуф Раисов вдвоем на Артема Да, вопросы. А чувствуется. что ты так не сделал, что так не сделал? И прям Артем сидел и защищался. И прям очень хорошо прям и отвечал, и аргументировал. И вот в этот момент прям я горд стал за Артема, Да, он что его прям молодец. сидят и хавают вдвоем. Не, он в плане именно... Давление. в плане... Вот я не первый раз его видел, знаешь, как бы первый раз, как мне за него приятно стало, когда на него хотели наехать. Ну, мне так показалось, по крайней мере, когда перед первым боем с Раисовым, помнишь, да? Я слышал, что там в раздевалке хотели там... Что-то там толпа, не толпа. Ну, как бы, не буду говорить там, я имею в виду, что там какая-то стычка была. И все-таки же, ну, хоть и он не из Москвы, но при этом, при всем, он же на территории российской находится. И тут ребята с России, как бы, что-то там ему хотят сказать. Да, это перед боем всегда интересно. Но при этом, при всем, Артем мне, знаешь, как бы такой, да, типа, что, ехал. И потом, когда он выиграл, эта победа, она как еще больше такая ценнее была, да. Да, да. Сейчас реванш. Опять же приезжают, опять же они вокруг этого конфликт какой-то устраивают. И Раисова, не знаю, как такого, как человека тоже даже не видел, да, как бы, ну, имеется в виду. Ну, часто высказываются, какие-то там тяжелые какие-то там темы уходят, что-то там, я не знаю, все время какой-то разговор, что хотят кого-то как будто вот, ну, не Раисов, а в целом вот, как будто там, типа, вот мужчина, не мужчина, все время вот какой-то вокруг этого Да. разговор. То, что Артем мужчина уже как бы мы там видели не раз, да, там, и в боях, как говорится, и в его поступках, и в делах, там, и все время вокруг этого вот какое-то сомнение, все время в глаза вглядываются. И мне кажется, в большинстве случаев так делают люди, когда сами как бы чуть-чуть себя... Сомневаются. Да, чуть-чуть как бы есть сомнения, и там ты все хочешь все время разглядеть в каком-то сомнении. В Артеме его этого нету, у него профессиональное мнение, у него профессиональное... Ну, по крайней мере, как я вижу. Это мое Ну, личное это все мнение. так видят, потому что Да. он профи однозначный. Баста, Профессионал, он да. его уже один раз выигрывал, и выигрывает его еще второй раз. Это по-любому, 100% Нет, уверен. всё время Они в хотят- 7-7 же, да, будут Все драться? время Да. хотят его там выставить, типа вот он испугался. Однозначно. Ну, блин, понятно, что он не Я боится, думаю, ёлки-палки. брат, я думаю, это для раскрутки это все Ну, идет. надеюсь, Я потому надеюсь. что со Сламбек Бадаевым я знаком. Да. Он Не, со Сламбеком- очень порядочный Да, молодой я человек. к чему говорю, Я что считаю, как бы сомневаться, что Артем там не боится, уже понятно, что не боится, он уже там не в первый раз и не в последний раз там доказывает, да, там. Артем победит выходит. по любасику. В 77 тем более. Есть, у Юсуфа Раисова были... 7-7 они будут Да. драться? Вообще Да, да. 7-7, Понятно. понимаю. Он его в 70 Чтоб много выигрывал. не гонять. Ничего себе, он 70 его Артём выиграл. всего 3 килограмма лишнего вчера сторис его Да. выел. А когда бой? Вот же. 3 дня осталось. Да. Но в первом бою, то есть не в первом бою, это когда Артем снялся, ну, я думаю, это чисто как профессионал. Зачем выходить больным, Да. чтобы проиграть? 100%. Да? 100%.
Нет, это понятно. Это понятно. Сюда даже вот это Сула любит вот это комментировать, когда говорит этот чисто, да? Когда этот говорит постоянно, что типа зачем говорить после боя, что у тебя там нога Записки или от голова, мамы да, и папы да. не канают уже. Если болеешь, не дерись, да? Вот и Да, всё. да. Как бы, ну, тут Артем так и сделал. Я считаю, Вот, что, очень я считаю, что правильно. это правильно. да. Все правильно. После этого даже отмазываться не надо. Я там, у Хабиба было, вот, да, величайший боец, да, там, которого там... 3 раза, да, или? С Два Тони раза. Фергюсоном, да, там, то он, то этот там снимался. 2 раза. По здоровью, 2. У кого? У многих ребят было это. Да, все правильно. Не, я более чем уверен, что особенно в 77 Артем вообще И физически Ты сильнее. же Тамерлана Сарлапова знаешь, да? Да. Не понаслышке, ты, Да. кажется, тренировался в одном зале, да? Ну, Я к чему ещё- говорю? Тамерлан Сарлапов уже вот сейчас смотрю 5-0. Я помню его, когда у него было 1-0. Когда я как раз за пояс бился, вот тогда Да. его поставили, там, с таджиком или узбеком, вот он уже Где? столько боев. Где? Здесь, в Алмате, А, ABB с арена, азербайджанцем. да, где Нариман он его Аббасовым. поймает на растяжку. Да, Да, я еще говорю, ё-моё. как? 7-0 у парня Да, был. вот говорю, Вот как сейчас он поставили, является там, чемпионом 1-0, UFC. да, пацан, и 7-0, ну, там, типа, вообще такой уровень, типа, как думал, вообще там мисс-матч будет, типа, андердог, а тот выходит, его выигрывает, выходит с такой болячки, с которой не каждый выйдет. Там Банана. такая Да, банан растяжка спит. была. Вот Да, это да, когда его да, на да, шпагат. на шпагат растянули, тот все силы отдал, тот Исто- вышел, его еще сам Историю удосрочил. появления этого Сарлапова. Ильдар Кутайбергенов. Братан, есть пацан, короче, сильный, там, туда-сюда. Вот так надо взять его. Я говорю, рейтинг 1-0. Ну, думаю, ну, давай там, вот. И там на замену пацана ищем. Вот его поставь, он готов там. Я говорю, ну как 7-0 и 1-0? Нет, брат, он тот раз. Оказывается, он в UFC тоже так вышел с 5-0. Тоже выиграл его. Тоже его все похоронили, думали, что проиграет. И он вышел. И я думаю, ну ладно, давай. До того момента, пока стердаун не сделали, я так стоял там, ладно. Потом на стердаун прихожу, смотрю на Сарлапова и смотрю на этого азербайджанского файтера. А азербайджанский файтер нарисовался с Нариманом Аббасом вместе пришел. Его брат попросил за него. И вот он, давай его тоже поставим, топовый боец, там, чемпионом станет. Туда-сюда. И мы стоим, и Тимурлан Сарлапов его жрет, прикинь, я вижу. Взглядом, да. А я прям, знаешь, вот после стердауна я где-то на 70%, когда я по центру стою, на 70% я могу сказать примерно, да, там, бирюса, какой результат будет. Уже какая-то уверенность во мне появляется. Я такой стою, чук на Сарлапова посмотрел, потом с Ильдаром чай пьем. Я говорю, ну, блин, этот пацан, кажется, он готов подраться. Он говорит, он ментально сильный, там, ну, спокойный, так подерется. Уверен был полностью. И пошел в бой, вот как он и говорит, там, банана слапа туда, бам-бам, забил, да, он его? Да. Забил, короче, вот так и вышел. После этого там еще бои, ну, там не были такие значительные, но с Ельжаном Гасановым, Офигеть, какой с Ельжаном бой. Гасановым крутой был. Но тут и, знаешь, как бы, дырочки вылезли, да, дырочки вылезли, Как будто упал. он все равно не раскрылся в этом Да, бою. упал. Ну, знаешь, На характере его если хорошо. Данилов попадет, Данилов тоже бьющий пацан, очень хорошо Ну, бьющий. и сильно Это бьет. претендентский бой? Это претендент. Нет, Нет, брат, титульный. это титульный бой. А Донченко оставил, да, получается? Донченко все уже Тафе, ушел. да. в Да Таф. ладно, это Вот. титульный бой, Да, да? да, А да. чего вы не говорите про Да. это? Я раз 10 тебе говорил про это. Даже писал. Ни разу ты не Вика говорил. даже говорила, что... Мы, ну, по-моему, на прошлом подкасте даже говорили, что Донченко Два оставляет титула. пояс и Да. уходит. Оставляет пояс Да. и уходит. Но то, что вот этот титульный бой вы не смотри, говорили. Смотри, Сарлапов в итоге, когда Донченко последний бой свой выиграл, помнишь, против Рустема Кутайбергенова, он приехал, хотел выйти с Донченко. На Я стартап. приблизительно уже предполагал, что у Донченко... я почему-то думал, что это UFC. Там потому что были слухи, и мне говорили, что он в UFC уходит. Я так примерно все думал. Сейчас пояс защитил, хорошо, что победил. Почему он не сильно рисковал с Рустемом Кутайбергеновым, вот как бы Риск велик да, был, проигрывать ему нельзя было никак. И вот у него там с UFC, там терки туда-сюда. И вот он, Сарлапов выходит, и мне Жарас подходит, говорит, давай стердаун замутим. Да. Я говорю, этого боя не будет. Ну, как бы так. Да. И он не поймет, почему. Типа, он же претендент. Там. Я говорю, сейчас потом там поймешь. И тут бах-бах, короче, уже Сарлапов претендент, да, мы ему обещали, мы хотели здесь за временный титул сделать, пока Донченко еще не ушел. А тут Донченко уже объявил, все, я ухожу в ТАФ, все. Тогда будет Сарлапов конкретный претендент. Мы подыскивали его соперника, смотрели кого. И лучше, чем этот не готов. Хотели поставить Морозова, который этого выиграл.
Серега? Да, не, Самандара. Актюбинского? Не, Самандара. Самандара выиграл, помнишь? Да, да. Неплохой, кстати, хороший. очень понравился Это мне. он на 77 подрался, а вообще он 71, брат. Он очень крепкий, очень удивил подбородок, и он был очень хорошо. А он говорит, я после Урузы буду драться. Ну, не то, что он Урузу держит, он говорит, потом буду драться. Евгений его зовут. Хотели поставить этого А? Рустема Кудайбергенова. Рустем говорит, ну, у него тоже там не готов. Мгм. Я говорю, ладно, пускай дерется тогда Данилов. И я считаю, что это хороший такой выбор будет и конкурентный бой для Тимурлана Сарлапова будет. А Тамерлан. Фаниль в этом весе же. Фаниль, блин, знаешь, да, вот... Интересный бой был. Не-не, с Тамерланом. смотри, я об этом потом подумал. Подождите, стоп, подождите. Иван Данилов может стать чемпионом на ИЗ, вы мне это хотите сказать? Да. Окей. Ты знаешь, что такое Иван Я Данилов? вообще понять не имею, кто такой. С Иван Рустемом у него- Рустем Кудайбергеновым Кудайбергенов, дрался. бой года у них. Окей. Бой вечера был. На Изе у него Окей, 0-1. если вы считаете, вы лучше, чем я, матчмейкер. Но я считаю, братан, какой Иван Данилов? Мне кажется, у нас есть вот действительно Ну ладно, куда я лезу, господи. Я только сейчас понял, что кто-то может стать чемпионом. Просто у Фаниля тоже пояс сейчас. Вот это, Да. Объединенный, Но да. у него Не-не, промежутка, да, я так смотри, понял? у Фаниля как получилась история. Фаниль просил у меня бой. Но и я, наверное, считаю, я считаю, и Фаниль, наверное, ну, так считает, что ему эта титульная гонка, по сути, и ни к чему. Когда у нас был Донченко, они очень там сильно сблизились, и Донченко, смотря на Фаниля, понимал, что не хочет с ним драться, и Фаниль, смотря на Даню, там тоже не совсем хотел драться. И я не скажу сейчас, кто кого выиграет, но однозначно Фаниль поопытнее был бы. Поопытнее в плане, помоложе, да, Донченко, разнообразнее, ну, даже, Фанилю наверное, в сколько, борьбе 29 лучше же, Фаниль, да, наверное, тоже? да? Мгм. Он старше меня, он 93-го, ему где-то 31 сейчас. Да, 31. И когда Фаниль меня просил, я говорил, Фаниль, тебя в этот карт не можем поставить. Почему? Потому что здесь события, это, во-первых, гран-при на 50 миллионов тенге, там между 4 командами. Это, во-первых. Во-вторых, этот Тимурлан Сарлапова вечеринка, там, да, бой, у него уже соперник был, и Гасанов должен был быть. И в итоге так получилось, что мы поставили Фаниля по боксу 26 числа. А потом в процессе я подумал, елки-палки, можно было бы и так сделать. Да? А вообще Даня должен был драться. Кстати, а вот вопрос, ты же 57 берешься? Да, На тебя ТАФ выходили? да. И... Ну, это было уже, только что Нурбекова говорил. Я вот подписываю с Brave контракт, и буквально там через неделю мне Саят пишет, я вот аудиозапись тоже включал. Говорит, на тебя пришло приглашение, ТАФ, Ultimate Fighter. Но я, говорит, отказ делаю, потому что у тебя уже эксклюзивный контракт. Ну, я уже подписал, там тяжело расторгнуть. А, все, уже не Да, расторгнешь, да? Да нормально все. Ё-моё. Все нормально. Ну, я типа. как бы не жалею, нормально. жалеешь? Конечно, все нормально. А вот если все-таки, типа, если у тебя вот так 2 контракта и жалобы, какой бы ты подписал? Не, ну однозначно UFC там это же, что тут уже выбирать. М, Ну, опять же, в ТАФ надо еще выиграть. Да, да. Это же не так, что ты зашел и сразу в UFC подписался. Это же не контендер, где один бой выиграл и ты прошел. Там нужно, там, по-моему, 3 боя выиграть, если не ошибаюсь. 2 внутри уже ТАФ, и 3 уже на турнире будет. Мгм. Потому что ТАФ я тоже давно за ним смотрел, когда мышонку соперника искали тоже. Интересно, там как и бойцовская жизнь, вот это они все в одном доме живут же. Да. Это для медийно хорошо, бойца может медийно сильно Да, очень подняться. сильно, очень. Да. Я говорю, даже вот если говорить, что типа тебе контракт на UFC дают или контракт ТАФ, мне больше нравится, что в ТАФ, потому что там реально тебя раскачает, если у тебя все получится. А если не получится, у тебя и UFC не получится. Так же? Ну, Да, так же? да. Да, если у тебя получится, вот ты станешь мегазвездой, популярный станешь. Ну, кстати, это еще такая проверка, да, твоего там свободного владения английским, как ты можешь им владеть, как ты можешь Мне общаться. что понравилось, Алиби прошел интервью прям на английском языке, понимал, сам разъяснялся. Вот этот месяц, который он там провел, или 2, ему на пользу пошли все-таки. И в целом сам стремится, да, к этому. А ну, за Донченко мы не переживаем, он вообще 5 языков знает.
Донченко там. А ты, у тебя как с языками? Ну, нормально, у меня базовый есть. Я что в Таиланде там 7-8 месяцев жил. This и is там, a table. да, и там подтянул именно разговоры. This is the Грамматика еще ball. хромает, а вот Короче, разъясняться могу, и мне это вот в Брейве тоже помогло. короче, сегодня прикол расскажу. Ну, имеем же право. Наш же подкаст. Я к чему говорю? Английский. Я сейчас сижу на программе, ну, помимо этого и других там манипуляций провожу много, а вот сижу на программе Duolingo. Кто знает? Да, английский язык. И в Duolingo есть такой прикол, когда он тебе звонит. Не знаете? Нет. Не дошли до этого момента? Вот смотри. Вот прям включаешь Duolingo, и он сразу тебе начинает звонить. По видеосвязи. Вот смотри. Ага. Сейчас я ему звоню, а обычно, когда включаешься, он периодически раз в неделю тебе звонит и залетает. А у вас Провер- платная версия? Да, проверьте, говорит, подключение. И когда она звонит, вот эта цифровая девушка начинает с тобой общаться. Она говорит, hello, ты говоришь, hello, она слушает, how are you, ты говоришь, fine, thanks, and you, типа, она такая, окей. Ну, типа, начинает тебя по теме ежедневных моментов общаться с тобой. Она говорит, ты любишь там путешествовать, типа, do you like travel, да, или там еще что-то. И ты объясняешь, да, там, люблю, и она что-то продолжает разговор. И очередной раз, когда она мне звонит, моя дочка стояла. И дочка с той стороны стоит. Я когда поднял, и когда начал на английском разговаривать, а у меня дочка английский прям, ну, хорошо говорит, ей 9 лет, она учится на английском. Не на русском, не на казахском, а на английском учится. И я когда стою, я начал общаться, я ей как бы так телефон убираю, говорю, сейчас она будет со мной общаться, если я что-то не пойму, подсказывай мне. Она говорит, все окей, и стоит за телефоном. И она думает, что это живой человек. Живой человек. И я стою там, общаюсь туда-сюда. И когда момент приходит, я слово там не могу вспомнить, я на дочку смотрю, она говорит про это. И что-то мне говорит, типа, ну, подсказывает. И как бы прям старается, молодец, всеми мимиками, пальцами, короче. Это надо заснять, короче. Я стою, и это уже отключилось. Я говорю, типа, I have daughter, this name Eileen, типа, она там может говорить на 5 языках. 5 языках. Speak English, да? И она такая, и Айлин прям на меня смотрит, какие 5 языков, типа, да? Я говорю, она знает японский, типа, ну, как бы тоже объясняю на английском. И говорю, скажи что-нибудь на японском. Она, киничуэ. Бля, это надо было Не снять. растерялась, Не да? растерялся, я в Молодец, шоке был. да. Как это японское слово? Коничуа Аригато. это... Конишева? Коничуа это приветствие. Да, по-моему, она конишева Да. говорит. Я в шоке на нее смотрю, и весь, ну, все дома смеемся. Вот дети. И она как бы типа, да, знаю, говорит, и конишева. Классно. Скажи, говорит, что-то на японском. Языки нужны для детей вообще. Нам уже поздняк. Ну, Так что тебе еще- бойцам тебе еще молодым не поздняк. особенно. Не, я-то как бы, что тебе поздняк, 63 года, брат. Но Ты у меня знаешь, есть ты знаешь, чуть-чуть как зависть. должен, ты знаешь, как должен мыслить? Я вот последние годы это начинаю понимать, что... Ну, стареешь, потому что. Не-не-не, ты же сейчас вот, ты смотришь, и вот так, вот 63 года прошло, да? Не надо так смотреть, надо наоборот, отсюда вот туда смотреть. Еще у меня есть там 17 продуктивных лет, которые я должен там А провести. может больше. Ну да, не, я имею в виду Максимум, продуктивных, да, продуктивных. По воле Аллаха мы умрем, там, это может завтра произойти, или послезавтра, или через 100 лет, но двигаться Я активно думал, ты у меня можешь еще там, до 80 лет. 50 Ну, продуктивно. говорят, век живи, век учись. Поэтому... Почему-то ты так берешь и сама. 50 тебе Может, у активно? тебя еще там 13 осталось продуктивно. Не, ну до 80 А у нас лет. 13 в степени От n плюс 63, 1. 67 тебе или 60? Интересно ты, человек. Ну ладно. Ну, до 80 имейте в виду, 17 лет. Да, 17 лет. Ужас. Активничать, да, может, да? Подкасты снял. Ну, после 80 твой подкаст кто будет смотреть, братан, скажи. Вот такие же, как я, шалы. Думаешь? Конечно. Ну, он ему не дашь 63, скажи? Не дашь, я вообще Вообще сейчас не дашь? в шоке, что ему 63, когда услышал. Я думал, 40 с копейками. 40 На полном копеек, говорю, серьезе. точно подходит. Это мы так шутим. На самом деле это Сула хоть как бы старел в паспорте, но душой никогда не стареет. Да? Я знаешь, это когда понял? Когда мы в парикмахерской его брили. Ага. Мне рассказывали, пацаны, в Караганде же был. Да, Сула сидит такой, ну что, давайте. Я говорю, Сула, не надо, ладно, там, нет, давай. И забрал, мы пошли. А он хотел в октагоне, я говорю, потом халық не айтады, Шаш болады, да? жоқ, ағасын, жас үлкен ғой, Иә, 63-ге келген кісінің шашын октагонда қырып жүрсіңдер. Дәстүр қайда, не қайда, сыйластық қайда. Ничего себе, говорит, давай, говорит, не будем делать. Тут в Караганде каждый, я так прохожу, что там с волосами, что там с волосами? Он говорит, давай, говорит, не будем, говорит, стричь тебя. Это вообще жестяк. Скорее всего, ты всех их подговорил еще.
И тебя замануху замутил, и ладно, давай, может, не надо. Чемпион хардкора, кстати, вот как раз ты говорил же. Чемпион хардкора Набиев будет драться. Это, Да, кстати, вот который только дрался с Вчера или Жуманом? позавчера, Да, да, да. вчера только вчера. Это только которого видел, вообще и- выгнали же, да? Да, Да. которого выгнали. С хардкора? Хардкор, да. Который сначала не Подрался. сделал вес с Ага. Жуманом, да? Да, да. Да. Сначала заставил Жумана сделать вес, Да, да. а сам в конце концов не сделал вес. Это Да. это он? Да. Там, Да. по-моему, было изначально на один вес договорились, потом по ходу перебили на там Выше. 3-4 выше, он даже это не сделал там, и в итоге вот... Да, да, да. И На типа было Жумана. условие, хочешь, короче, дерись, не хочешь, Да. короче, Да. вали в свой Да, Казахстан, да? Да, да. Что, какие у вас планы на Наби? И вот надо знать Махсату, У меня лично... А кто это план- Махсат? Я просто Бринчет Куртуна Мақсат балан. это- вот ему нужно сделать такую же тему. Нет, просто мне Подойти кажется, и чтобы Набиев до конца, короче, в каждый грамм сжег, а этому сказать, ну, братан, хочешь вот так вот, не хочешь, едь к себе в Россию. Вот так надо ну, сделать. просто он же чемпион же. Мне Ну кажется, и что, его что нужно чемпион? встречать такой хорошей конкуренции, прям. Не, ну и что, оппозиция, что чтоб чемпион? У интересный нас бой был. Пострадал из-за этого наш вообще Ну, близкий У Кен. кого-то 11 рекорд, а у кого-то 3. Где 11? У кого? Что, Один. 4,7 это 11? Это А, 7, что ли, или Да. 2? 4,7. И вообще там написано Д. Ну, 4-7 это 4-7. у пацана 7 поражений. Как бы. А он откуда? Со Астаны, кажется, да? Со Астаны, да. Ну, прикиньте, я щас тебе если- скажу, это, наверное, когда мы говорим, типа, чемпион хардкор, мы думаем, мы, скорее всего, там заведомо даем, что, типа, это какой-то там сильнейший боец. Возможно, это и не совсем так, да? Это прям... Твое мнение о нем, как бойца. Ну, я посмотрел его бои, вот ну, когда он до Жумана, еще до боя, посмотреть, кто это вообще, тогда я не знал его. И посмотрел, у него неплохая борьба. Так. Борьба, да. Да, грэпплинг неплохой. Поэтому я говорю, вот интересно было посмотреть его с нашими сильными ребятами. Ну, Прям сильными, а что, Ну, средних с он топами, пройдет, с да? топами, с топами. То есть не... Топ-5 вот этого веса там. То есть, если, допустим, топ-10 он пройдет, да, ты имеешь в виду? Ну да. Вот так не вот, просто так же он чемпион. Но он еще и мало того, что у него навыки хорошие, он еще и так умеет пошуметь в плане, там, он видео записывал, типа, Хазбику, типа, выбей мне контракт с Дэйной Уайтом, ты же, типа, общаешься, я тебе новый Rolls-Royce, типа, через сколько-то лет поставлю, я там стану звездой, короче, там, буду чеки делать, ты, короче, меня продвинь в UFC. Такие видео записывал. Ну, то есть, он что-то понимает, там, в хайпе. Но не мне что-то, а не конкретно понравилось то, что как они поступили с Жуманом, я вот честно скажу. знаешь, я Вообще. тебе скажу, Все что угодно ты можешь мне сказать, мне скорее по-любому это всего- не нравится. скорее всего, это не только тебе, это всем не нравится. Да, Ну, конечно. как вариант, можно было даже реванш сделать им уже. То есть это был Ну, вариант просто просто ужасный. одна из- Когда один из человек не вариантов. делает вес, а потом ставит Я тебя обещал перед себе, выбором, Жумана либо не буду так, ставить либо никак, сильными я пацанами. считаю, это... Жуман заслуживает драться с звездами. Вот Жуман Да. уже заслуживает просто драться. Я не знаю, все время мы его по танке, а он бедолага, никогда не отказывается. Давай, любой. Я вот так смотрю, ему уже пришло время драться с звездами, которые, ну, примерно его же возраста. Ну, это Зачем Расул все Мирзаев, время с да. молодыми драться? Вот Расул Мирзаев, да. А, там. кстати, когда они делают? В эти выходные, В эти выходные? 8 числа. Не надо его, я тоже смотрю. как бы. Просто, да, интересно, цель вот Набиев приходит в новую лигу, он приходит конкретно забрать пояс здесь, или он как использует как трамплин, чтобы дальше улететь. Или Ну, простое знаешь, можно. Не, знаешь, Ну, даже большой мне чек, самому сколько интересно. чек у него? Мне Просто- самому интересно. Да, Ну, пару на самом было деле же у нас, нормально. вот, да, уже вот узбек, который сейчас в UFC, с которыми меня хотели поставить, Да. он пришел здесь тоже, непонятно кого-то выиграл и как трамплин улетел, хотя он реально с сильными ребятами здесь не встречался. Там Знаешь- сколько ему вызовов кидали наши ребята, помимо меня. В И он России вот за так, Назой вот так. наблюдают. В России за Назой наблюдают и как бы смотрят, как бы думают, воспринимают ее такую лигу, где как бы, ну, реально можно там подраться, где этот. И в целом по миру, даже вот вчера, кто мне говорил? Али Кужа приехал с Киллклифа. Говорит, каждый второй говорит, Найза, типа вот так сразу, промоушен, и как бы вот так реагирует, говорит, да. Кстати, Али Кужа там нокаутировал чемпиона так, Титана все, А, серьезно. ногой хайкиком уронил. На Чемпион- тренировке? Чемпион Титана все, да. Мгм. На А тренировке. что там делать, Олег? Хайкиком. Сбор профора? Вы видели видео, где этот, как этот тренер зовут Киллклифа? Генри Хуфт.
Генри Хуф держит лапы этому Али Хоже. Видели? Вот сейчас он видео выставил, это вчера или позавчера. Это после того, как он его нокаутировал, он его увидел, сразу говорит, иди сюда. И сразу начал лапы держать. И там именно в этот момент Али Хоже хайкики свои дает. У него интересный хайкик. Вот я всегда замечал, даже у нас в Назе, он бьет, знаешь, в основном же на хайкиках оттяжку делают назад, да, там наклоняются или чуть-чуть руки опускают. Да. А он у него, он как стоит, так и пинает. Даже вот видео посмотрите, в Инстаграме он выложил, когда он по лапам бьет. У него он незаметно, он реально опасный. Этот хайкик реально опасный. И он не раз этим хайкиком в Назе Гонял, кого-то да. шатал. Мне понравилось. Ему всего лишь тоже 28-26 лет, да? 28 Больше лет. 20. Он, Не-не, по-моему, 28. он 28, я больше 26. А что он там делает? Он Взводы, приехал, да, готовится. и он пришел, и он говорит, Нурбек ага, вот последний бой, я же его, когда в Ахтау мы турнир делали, я его вот так насильно вытащил. Я говорю, вы что, гуру, как вы собрались звездами становиться? Надо Серпаем? драться, да. И как бы я их выставил, да, типа, поделитесь обязательно. И они, ну, у них, во-первых, я преследовал две цели. Первое, это как бы, они популярные там в Ахтау, хоть, ну, как Местную бы. публику Да, собрать. местные. А во-вторых, они уже 2 года не дрался он, или 3 года. Я говорю, ты что, ты После себя поражения засолил? от этого, да? От Бразила? Или после этого От он еще Бразила, после дрался? Бразила он кого-то выиграл. Да. Или да. он Бразилию проиграл, кажется, не дрался. Чё-то Я говорю, такое, тебе да. надо драться. И вот он вышел там, ну да, понятно, там не совсем сильным пацаном, но при этом при всем там ударником. Взял его нокаут, сразу с вертушки дал. Да. Весь Казахстан о нем начал говорить. В Узене он вообще там уже как будто национальный герой. Я говорю, ну вот видишь, говорю, вот надо драться. И вот он приехал с Америки, говорит, ага, и все, я заряжен, короче, я буду драться там. Я говорю, давай. 3 боя в год готов делать? Я тебе готов бои давать. 3 боя в год, я с тебя не слезаю, мы медийно на тебя залазим, мы тебя раскачиваем, там, доводим до момента, и там, ну, бои. Там, 66, да, он или Да, 7? 66. Ну, навряд ли 66 он, наверное, я не знаю, сделает или не сделает. Чтобы 66 ему быть, Олег уже очень как бы тяжело гоняет. Я же их сам тренировал раньше. И ему, наверное, надо, чтобы 66 гонять, ему нужно держаться постоянно в 75-76. Постоянно. А сейчас он 85 весит. Ого. Ну Нет, как, я не знаю, конечно. тяжело будет. 66. Ну, при этом, при всем, он и в 71 хорошо показал бы себя, да, такой крупненький, да. Ну, конечно, 66 в UFC, в любом случае 66. А у него мечта в UFC хочет попасть. Хочет попасть, пойти. Кто это? Не знаю, вам звонят. А, Угадай, кто? А у тебя какой вес сейчас? пальцем показал. У меня сейчас 71. 71, да? Тоже немало гоняю. А есть уже предложение по бою? Или дата? Ну, сейчас у них объявлено, вот недавно календарь вышел, что после Уразы у них первый турнир апрельский в Китае стоит, и потом 4 турнира каждый месяц в Европе. Ну, там Швейцария, еще где-то еще. И я уже на апрельский попросил, они говорят, на апрельский пока заняты полностью. Если кто-то слетит, мы можем поставить. А так, ну, готовься примерно на май, июнь. В То есть ты хочешь в Китае выступить? Чтоб хотел вообще этот год поактивнее повыступать. Мгм. Поэтому, 3, да, боя в год, да, где-то? да. А у них после до Уразы 3 турнира это, вообще нет. ну, Нету. немало. До Уразы они не делают турнир почему-то. До Уразы? Да. Да, ну, в целом о всем поговорили. Наби Набиев, Махсат Сиязбеков, Иван Данилов, Тамерлан Сарлапов. Гран-при на 50 миллионов. Вообще должен еще в карде быть Гасанов с его соперником Трабл. Еще раз повторюсь, Рузматов отказался. Хотя, если честно, обещал мне в декабре месяце, когда перед боем в семье, прям я подерусь, ага, я говорю, не выходи в декабре, готовься лучше активно на Гасанов. февраль. Он, нет, я вот сейчас подерусь, потом еще подерусь, и тут проиграл, и все, настроение упало. Предложили Тайлаху. Тайлах, ну, что-то у него там травмы, какие-то болезни, он как бы думает после Уразы. Но хотя Тайлах, кажется, в карде будет драться. Также... Где? В Костанае? Да. Тогда будет драться? Вообще стоял в карде, да. Также у нас еще... Ну, А Бижан Ходжалиев с... Бижан Хожалиев снялся. Снялся? Травмировался, да. И я почему-то не увидел это, да, в социальных сетях не было, не выходил, или вам показывали. Надо говорить об этом, да. Люди там Ждут. да, ждут. Он травмировался, у него операция произошла. Сейчас соперника ему поменяли. Бигжана Абулхасум поменяли. Да. Про Бижана говорили? Про Бижана сказали. У него травма, какая-то операция у него на лицо, что ли, нос сломал или что-то такое. А этот, они прям отправили справку, фото, все отправили. А этот Абулкасым подерется с другим парнем. Но
Абулкасыма можно уже поздравить, если он сейчас выигрывает, в любом случае его считать претендентом Да, против Багдата. А помните, вы говорили, что хотели подписать Pound for Pound первую строчку? Мы сейчас ведем переговоры, он сам на нас вышел, он хочет подраться с Багдатом. У него есть какие-то незаконченные дела с One FC, он их заканчивает и все, и переходит сюда, и тогда можно полностью с уверенностью заявлять, что контракт ему отправлен. Полностью заявить, что типа этот вес, он единственный только в Казахстане, где все там лидеры этого веса собраны здесь. Там у нас Абулкасым, там у нас Багдат Жубаныш, там у нас Казбек Сагам был, но он перешел в вес выше. И сейчас у нас этот, если этот подпишется, чемпион, и все, и там можно будет такую историю придумать хорошую. Да, может быть, для кого-то посчитаться незрелищным, ну не знаю. Самый нашумевший бой 22 или 23 года какой был? Между Багдатом и Казбеком. 53 килограмма. Кстати, вопрос хотел вот насчет 57 килограмм. Я ушел, и началась хорошая движуха, мне прям понравилось, что пацаны начали активизироваться. Когда Все ждали, пока ты уйдешь. да. Я говорю, ну вот бір жағынан жақсы болды мен кеткен балаларға жол аштым. Да, солай ғой. Сол енді типа гран-при қашан болады? Уже бағана балалармен санағанбыз 6 бала, 6 претендент ана мықты балалар. Между ними никакого гран-при делать не надо. И между ними просто выставить и сказать, ты с этим дерешься, ты с этим дерешься. После этого сюда выходишь. Просто что дает гран-при? Типа какой-то определенный там бонус в деньгах или в целом Нет, какой-то типа Пояс, рост? вакант. Пояс? Пояс. Не, я к чему говорю? У нас есть претенденты же, которые после тебя стояли. У нас есть претенденты. У нас сейчас... Жаханша болды. Жаханша болды, анау Саясатов. Ермахан бар, Саясатов бар, Шаратов. Шаратов бар, одан кейін жаңағы анау Иштихан бар, Индус. Ага. Содан кейін жаңа кім бар? Сағын Қазбек. Ну, Казбек, я думаю, там можно сказать спокойно там один из топов. И этот Ишангалиев. Ермахан. Ермахан Орынтаев. Ишангалиев 61 ғой. Я перепутал. Не Елеман Саясатов. Елеман Саясатов. 6 бала. 6 Вот пацаны, которые там прям, могут такую зарубку. самому Елеман Саясатов. интересно, Сейчас если Қазақстан стилистически так посмотреть, этого с этим поставить, там бои на год можно замутить. Зато дивизион активизировался. Да. Так было, знаешь, и при Асу. Асу пришел, Алибишка, Кетчич, помнишь его даже? Да. Видео там, уходи, давай я там. Асу ушел, Алиби пришел. Алиби пришел, освободил дорогу, отдал тебе титул оставил, да, там. Сейчас Алиби там ушел, ты ушел, уже там другие пацаны, да, там. Когда ты чемпионом был, тоже как бы такая ситуация. Знаешь, она мне нравится в плане преемственности, в плане люди получают то, что хотели здесь. Получают как-то становятся кем-то, набираются опыта. Допустим, я помню про Алиби. Года два назад говорили, что типа вот, для них смешно эта остановка, но когда у него 7-6 был рейтинг, все говорили, вот UFC, даже он сам говорил, я говорю, Алиби, рано еще. Ну, как бы я Алиби это дословно не говорил, но другим говорил, что рано еще. И как бы, а что рано, вроде бы там это все дерется. И вот человек, он сам потом понимает, что ему еще до сих пор рано. И сейчас вот надо показывать, доказывать. А вот сейчас уже как бы более-менее Созрел. ментально по-другому. На самом деле у Алиби в техническом плане сильно ничего не поменялось. Вот первый бой я специально выложил, видели? Какой первый бой и какой последний бой, он примерно плюс-минус то же самое делает. Но ментально человек поменялся, другой стал, да? Я все бои Алиби видел вживую. Круто, тебе повезло. Че, ребята, я думаю, да, мы круто поговорили, очень активно пообсуждали. Миши нету, к сожалению, но Миша, мы Он на умре. все сделали, да, все сделали так, чтобы ты, твое отсутствие, оно как бы сильно не ударило по имиджу нашего подкаста. Так что 2 лысых было на подкасте, однозначно. Дидар вместо тебя открывал. Тебе привет. Он, кстати, на UFC. И хороший вопрос задавал Дан Уайту. Слышали же, да? Да. И как бы такой Миша, такой родной, да, какой-то голос. Голос его сразу слышал, Майкл. Почему ты на аккредитацию не подашь и не съездишь в в UFC, когда здесь проходит? Не надо в Америку. В Абу-Даби-то тебя пустят? Или не впустят? Туда просто только скат летает, Нурбек, поэтому. Из ската могут не пустить, да? Там виза же есть. Давай. Конечно. Достар, егер бізді көрген болсаңыздар, біздермен бірге болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, біздің подкастымызға, біздің Найза ТВ атты каналымызға жазылып қойыңыздар. Біздер сіздер үшін еңбек етуге тырысамыз. Сіздермен бірге болған Дидар Сарбас, подкаст, Диас, Ерин Гаипов, экс-чемпион Найзы, Сула, наш боец, және де мен Нұрбек Қарбала. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Салам алейкум всем. Арвидерчи.
Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.